Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Представители здравоохранения Российской Федерации окажут помощь коллегам из Абхазии в оптимизации и повышении эффективности деятельности учреждения Минздрава. Как защититься от ОРВИ и различных вирусов гриппа в сезон всплеска заболеваний? Актуальный репортаж программы. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. Центральная избирательная комиссия Абхазии призывает Совет старейшин Абхазии, который является традиционным медиаторским институтом для урегулирования различных конфликтов, не допускать в предвыборный период высказывания, которые могут привести к конфронтации между сторонниками различных кандидатов в президенты Абхазии. Центральная избирательная комиссия сделала заявление в связи с распространением в сети интернет выступления Аполлона Шинкуба. Член Совета старейшин на одной из встреч с избирателями допустил возможность применения оружия гражданами республики в случае победы на выборах одного из кандидатов в президенты. С наступлением зимы жители Абхазии все чаще начинают страдать от ОРВИ и различных вирусов гриппа. В республике наблюдается всплеск заболеваемости сезонной инфекции, которая сопровождается высокой температурой и осложнениями. Ситуацию выясняла Алика Трапш. Грипп – гость незваный, но привычный. Практически ежегодно мы сталкиваемся с этим далеко не безобидным заболеванием. В конце января в республике стало увеличиваться число заболевших острыми респираторными заболеваниями и вирусами гриппа. Больше всего страдают недугом дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. В детской республиканской больнице детей с инфекционными заболеваниями не принимают. Их перенаправляют в Сухумскую инфекционную больницу. По словам главврача детской больницы Инессы Камля, они принимают детей с соматическими заболеваниями. У нас должны лежать дети соматические, те, которые с заболеваниями гастроэнтерологической системы, мочеполовой системы и остальные там неврологические дети, кардиологические дети. Вот эта категория детей, которая соматически должна обследоваться. У нас лежат еще, как вы знаете, дети до года, чтобы у нас не было перемешения и реинфицирования. Те, которые с ОРВИ, с гриппом приходят, не инфицировали соматических детей. Вот это вот разграничение, градация, это не нами придуманные протоколы, это то есть система, которая работает в медицине в принципе везде. В Сухумской инфекционной больнице врачи в сутки принимают до 140 пациентов с острыми респираторными заболеваниями и вирусом гриппа. В стационаре лечения проходит 47 человек, в основном это дети. Основные симптомы всем известны, это высокая температура, возможно какие-то даже кишечные проявления, там жидкий стул, рвота, недомогание общее, слабость, детишки отказываются от приема пищи, не могут пить, есть общие симптомы. Если взрослый человек это может перенести довольно относительно легко, то для детей это бывает довольно критично, приходится проводить инфузионную терапию. Если в прошлом году в период сезонного гриппа у пациентов выявляли, как правило, грипп типа А, то уже чаще встречается и грипп типа Б, а также ряд других инфекционных заболеваний. Вот почему течение болезни проходит тяжелее и длительнее. Пациенты, как правило, даже не исключение, а именно как правило, поступают не с одной инфекцией, как выясняется, а с двумя, с тремя видами вирусов. Есть у нас в кавычках рекордсмены, у которых были 4 вида вирусов и 2 вида бактерий. К сожалению, такие пациенты тоже поступают, и это вот все приводит к длительному течению болезни. Бывает так, что в одной семье один ребенок заболевает одним видом вируса, другой другим видом, потом это все перемешивается, то есть они передают друг другу свои инфекции, и это, конечно, приводит к удлинению выздоровления и более тяжелому течению. При недостаточном внимании к своему здоровью ОРВИ и грипп могут осложниться и привести к непоправимым последствиям. Инкубационный период длится от 2 до 3 дней. При повышении температуры у детей медики советуют обратиться к участковому врачу или в стационар. Взрослым рекомендуется день-два принимать самостоятельные витамины дома. Если улучшения нет, то также надо обратиться к врачу. Я все это понимаю, что сложно выполнить, особенно в условиях, когда там у нас школы, дети
контактируют, и их никак ты не сможешь ограничить в этом. По возможности витамины можно подавать, та же самая аскорбиновая кислота в профилактических дозах, если нет противопоказаний для нее, вполне возможно. Несмотря на повышенную нагрузку на персонал Сухумской инфекционной больницы, медики оказывают всю необходимую помощь пациентам. Стоит отметить, что лечение пациентов проходит абсолютно бесплатно. Необходимые медикаменты выдаются бесплатно и амбулаторным больным. Мы городское учреждение, поэтому основная нагрузка стационарных пациентов берет на себя город. Минздрав нам тоже помогает. Препараты для амбулаторных больных обеспечивает нас Минздрав. Первое обращение, то есть при первой помощи оказания для амбулаторных больных. Все необходимые препараты мы выдаем, они получают здесь бесплатно. Конечно, если там им предлагается, например, госпитализация, они по каким-то своим причинам не могут госпитализироваться, повторные обращения, там, капельницы и так далее, мы уже просим их принести препараты свои. В период сезонного гриппа и ОРВИ врачи призывают по возможности избегать массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения, а главное – не поддаваться панике. В случае первых симптомов недуга своевременно начать правильное лечение. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение. Министр по ЧС Лев Квициня отбыл в Архангельск, где по приглашению МЧС России будет присутствовать при проведении межведомственных опытно-исследовательских учений «Арктика-2025». Цель учений – проверка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне Российской Федерации. В них, в частности, планируется апробация перспективных образцов аварийно-спасательной техники. Академия гражданской защиты МЧС России готова увеличить квоты для поступления представителей от МЧС Республики Абхазия в качестве курсантов. Также Академия предлагает рассмотреть вопрос о направлении на обучение действующих офицеров МЧС Абхазии в качестве слушателей очной формы по направлению подготовки управления воинскими частями и соединениями сроком на 2 года. И готова оказать содействие в подготовке научно-педагогических кадров для МЧС Абхазии в очной адъюнктуре Академии. Срок обучения 3 года. 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции от удушающей блокады был освобожден Ленинград. Подвиг жителей города, вынесших 872 жесточайших дня, стал вечным примером мужества и стойкости. Санкт-Петербургский суд в октябре 2022 года признал блокаду военным преступлением, геноцидом советского народа. Суд подтвердил, что блокаду осуществляли оккупационные войска Германии, их пособники, вооруженные подразделения из Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов. По последним данным, число погибших в результате блокады и бомбардировок мирных жителей превышает 1 миллион человек. Ущерб Ленинграду и его жителям оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу. Для оказания организационно-методической помощи Минздраву Абхазии в вопросах оптимизации и повышения эффективности деятельности в Абхазию прибыли представители здравоохранения России. Согласно плану посещения медучреждения, делегация прибыла в Гагарскую центральную районную больницу. Здесь их встретил исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Бутба. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Гагарская центральная районная больница является главным лечебно-профилактическим учреждением района. Именно здесь местные жители и не только получают необходимую медицинскую оперативную помощь, проходят лечение в условиях стационара. Так как Гагра является воротами в нашу республику и согласно плану посещения медучреждения Абхазии, специалисты из Российской Федерации начали с Гагарской ЦРБ. Вы знаете, с Михаилом Альбертовичем Мурашко, с министром здравоохранения Российской Федерации были договоренности ранее о том, что приедут коллеги из Российской Федерации для оказания организационно-методической помощи, повышения эффективности деятельности государственных учреждений Республики Абхазия. Мы всю нормативную документацию уже отправили в Российскую Федерацию. Большая работа уже проведена со стороны Российской Федерации. На самом деле это впервые такая история. Вот это стратегическое планирование
здравоохранения Республики Абхазия впервые за 30 лет приезжают люди из крупных федеральных центров Российской Федерации, таких как Центральный научно-исследовательский институт организации здравоохранения и другие профильные ведомства. Представлены здесь и Краснодарский край, и федеральные центры, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, заместители присутствуют, и Краснодарский край, и другие профильные, как говорится, направления здесь присутствуют. Мы хотим комплексно подойти к этому вопросу. Гагарская районная больница разделена на два корпуса – стационарную часть и поликлинику. В общем состоит из 11 отделений, имеется лаборатория. В ряде существующих проблем исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба обозначил главную из них – это кадровый дефицит. У нас большой дефицит именно узкопрофильных специалистов. У нас один реаниматолог в Гаграх. Все. Специалисты нам нужны. И вот я попросил Михаила Альбертовича в прошлом году, и к нам приезжали специалисты из Подмосковья, из Башкортостана, даже из других регионов. И вот мы как-то вот эти курортные сезоны, острые такие пиковые нагрузки, мы благодаря помощи из Российской Федерации, как бы вот и не только реаниматологи были, и хирурги, правильно были, и другие специалисты были. А вот педиатры, терапевты. Этот вопрос кадров, он сегодня тоже остается открытым. Даже я вот сейчас с Михаилом Альбертовичем говорил, он дал поручение, там, связывался со мной Андрей Николаевич Плутницкий, заместитель. Вот по этим вопросам у нас они остаются открыты. Вот сейчас он уезжает 31 числа, у нас фактически один остается реаниматолог в Гагарах. Да? Мы своими силами не можем перекрывать, потому что у нас всего их там 6 человек в республиканской больнице. Там, тут мы все это вам расскажем, покажем. Вот такие моменты острые у нас есть. Делегацию возглавляет заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава России Эльмира Вергазова. Мы готовы к сотрудничеству и решению проблем в медучреждениях Абхазии, отметила она. Мы очень хотим помочь Республике Абхазия организовать медицинскую помощь для жителей Абхазии самым лучшим образом. Мы видим желание министра Эдуарда Валерьяновича, мы видим желание всех коллег, главных врачей. И было бы замечательно, если бы мы все вместе дружно сейчас смогли решить ваши сложности, проблемы, помочь вам. И попытаемся вместе организационно-методическую помощь оказать и, может быть, даже что-то еще более существенное, материальную поддержку постараемся. Согласно плану посещения российская делегация вместе с исполняющим обязанности министром здравоохранения Эдуардом Будба посетит основные медучреждения страны. Сария Кварцхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. 13 нетрезвых водителей выявлены сотрудниками МВД в ходе очередного специального рейда. Один человек отказался от медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Унанян Гамлет Артурович, 2000 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения. Марухя Тимур Анатольевич, 1983 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Тавгиридзе Георгий Малхазович, 1979 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Пабба Радмир Тамилович, 1997 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гагуля Аляс Игоревич, 1986 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Конжаре Вадим Владимирович, 1974 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Черкезия Дмитрий Гурамович, 1987 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Адзимба Аляс Русланович, 1983 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Богатели Амиран Энверович, 1978 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лакербай Астамур Ахрович, 1989 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бганба Тенгиз Чербеевич, 1964 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Акаба Геннадий Арсанович, 1965 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лаби Астамур Игоревич, 1974 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сарксян Тигран Араратович, 1988 года рождения, проживающий в городе Сухом, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Часть Сухума останется без воды из-за ремонта на водоводе в селе Гумиста, сообщает водоканал. Подача воды будет остановлена с 0 до 18 часов 28 января в новом районе, в районе Колоса на улице Семерджиева. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 28 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 0, плюс 5, днем плюс 9, 14. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.